Ну ось, дамы и господа, мы начинаем наш прямой эфир. В эфире радио «Зязяй» и я, его бессменный диджей, ведущий отец героинь. Мы начинаем наш прямой эфир с концерта, який присвячений Дню мови. Нашей мови, білоруської мови, присвячений Дню родної мови. Тому зараз глядіть, просто глядня, ну як я вже показував, хто тут є. Ми зараз знаходимося у тим самому барі, за який я казав. Поки тільки люди збираються, тільки все хутко почнеться. Хутко все почнется. Мы чекаем уже приблизно праз 15-20 хвилин. Я так думаю, уже почнется. Тому я зараз ставлю нашу камеру. Коли что, я буду подходить и глядеть, как все было добро. Пробачьте, трохи сегодня прихворел. Троху ходить больновато. Ну ничего. Не глядячи ни на что, я дошкандыбал все ж таки сюди. И будем робить наш прямой эфир. Да, про интернет. Да, вот глядите, это мы. Это интернет. Да. Да, мы видим, что нас смотрят не только из Израиля, но нас так само глядят из Беларуси. Тому живе Беларусь, живе рок-н-ролл. Ну все будет добро. Так, я зараз спробую прогулятися трошки по залу, поглядеть, хто, де, які є люди, які є цікаві люди. Повітайтесь, коли ласка, з людьми. Вітановські. Леш, так само повітайся з людьми. Ну, так господарство, так ось. Ми, ось, є трохи гандля, конечно же, без этого никак не можно. Ну и само собой, что все ж таки это бар. Тому вы бачите, что люди відпочивають. Люди идут, люди приходят до нас. Ось є ще одна кропка гандлю. Там гучно, там все добре, а тут трохи тишей, зато гандль. То гандлю нема. Ну нічого, ну сьогодні 10 є, 10 нема, це нормальові речі. Так, это господарство, это вход у бар, ось, глядите, вітановські. Вот, это той самый бар, по яким сьогодні проводиться та імпреза.
Ось. Ми... Я ще раз покажу вам тих людей, які сьогодні будуть головними на цьому мероприємстві. Будемо орати. Так. Дякую. Саме. Давай. А грошей ще засталися. БЗ. Без базара. Свято. БЗ – это боевое задание. Боевое задание. Боевое так. задание. А это я тебе в нашивку. Да. Где-то там. Кто-то ее не выкупил. Кто-то ее такой. Ну, ось, пожалуйста. Так что вот так вот. Хутенько все почнется, все будет доброчка, все будет по-нашему, все будет по-белорусски. День родной мовы. День родной мовы мы сегодня будем святкувати разом с нашими музыками, разом с нашими сябрами. Просто ось люди, які до нас долучаються. Ось уже потиху починається, люди потиху вже починають долучатися до своїх місць на сцені. Це ось так само хлопці, які будуть сьогодні виступати. Я точно це ведаю. Ну, тому що, бляха-муха, куди діватися від рок-н-ролла, від справжнього рок-н-ролла? Нікуди. Так, тому живе рок-н-ролл, живе вічно. Все, виставляємо. Зараз шукаємо місце, з якого буде добре бачно. Ну, коли що, не глядячи ні на що, я буду сьогодні бігати до той камери, ворочати її. Ну, будемо глядіти. Усе буде добре, усе буде по-нашому, усе буде Білорусь, усе буде рок-н-рол. А коль ще не почалось, я буду все ж таки ще здимати наших людей. Я покажу вам зараз ту атмосферу, что тут у нашей, ну я бы не сказал, что суполцы, это, да, можем это назвать и диаспора, але ж это тут собралися люди, яким просто, ну, для кого мова это не просто слово, а мова это наша зброя. І кожен раз, коли я зустрічаю своїх сябров, я так само кажу об этом, що мова наша зброя. І ми будемо нею користатися і будемо далі працювати над тим, щоб наша мова була разом з нами, щоб ми ведали свою мову, щоб ми нею користалися, щоб ми своїм дітям так само казали, що треба ведати мову, треба. А, і що я буду казати? Саме головне, глядите, що зараз отримується, і насолоджуйтесь. Просто, щиро кажучи, у меня не хватает слов. Покуль у меня еще не хватает слов на все. Блин, я так представил, что если такая штука, что когда ты у него культурный рост, там типа можно заморозиться. Але у Польски, говорят, у Польски
Ну, блин, польская. Испытание, кажется. Я хотів з польської Зараз рихтуються усі, рихтуються до виступів, рихтуються до того. Хтось рихтується до виступу, хтось рихтується до того, щоб слухати все. Але ж тут собралися, просто собралися білоруси. І кому не все ровно. Можно я поставлю? Слухай, я так само таки живу от мамы. Это комплимент, это комплимент. Я сам таки жил от мамы, уже с твоих годов такие самые. Одному девчонке мальчишку. А это прямой репортаж на радио Распиздяй. Есть такий гурт, колись он был в этом ВК, но потом, коли забронили все наши на ВК, то чомусь не имели. Мне это было не сладко, у меня было 10-500 подписок, але все ж таки забронили. Самое главное, что просто там, что я робил, я на Рашку знал нашему злу, нашему белорусскому злу, как я весь сути ведаю, что это такое. Вот. И когда началась война, я еще был в Беларуси тогда, я там их просто тронул, як мог. Он же столом зробили заборону. А на Фейсбуке у меня было, я тогда хлопцы мои смеялись, что это просто тебе ну, запаска такая. Вот запаска, зараз працює. А скільки зараз там? Поки, ну, з самого початку було 5 чоловік. Зараз прийду. Ну, люди ведают. Я просто завсюди роблю обв'язочку, роблю маленький видосик, я вчора записал видосик, что завтра будет такое мероприятие, мы будем робить прямой репортаж. Тому, кто не смог попасть на саму импрезу, то научайтесь. Люди хотят. На Фейсбуке. Раз, число 3. Рады число 3. Сколько времени? 19:42. А ты инициатив случайно? Не, мое радио это просто шиполка такая. Ну, а так я на радио танцевал. Причем, блядь, на нашем радио. Наше радио Могилев было такое. Ну там я просто, я был голос. Я читал рекламы и так далее. Там еще на русском мове. Это нормально. Просто я колись працював в Могилеві наставником праці, плюс ко всему працював в нескольких ресторанах, тобто я вел мероприятия, рок-концерты, так само и что в Беларуси мне не дали, я отец героин.
Так мені от це саме. І Олесь ведає, так мені, Помідор ведає, так мені всі наші. Просто, ну, колись так зустрічалися, колись пересікалися, колись на тих же самих концертах. Так що так. Тому вельми добре, що познайомилися з настоящими рок-н-рольщиками. Нет, даже нет совсем. Саме головне. Я ще вірю, що почуємо, як будете співати, так що... Будь дисторшн, будь лепей. О, Он мяу быть, песня. Это слышно, как Нічого. Сьогодні послухайте, коли-небудь прямо субботу. Летница, это будет. Я скажу, это самое главное, ваши песни, знакомиться, и рок-н-ролл это самое клевое, что есть в жизни. Новый имидж? Что? Я комплексы начались. Мой коллега pierwszy w Warszawie. A, to jest ten, dobra, zapamiętam, A ten, byliśmy w Tworcie Wola w tych okularach. A ty, chcecie zdjęć, bo jak zasłaniasz całą kamerę na Где она? А, одну хвилину. Widzisz? Твоя jest? No moja idzie to tu tak samo. Машину? Ale damy to samo, może wydaje, jak nie polisz, żeby tam pójść. A wiesz, czyje to jest? Nie mam żadnego pojęcia, fotografa z Czesem. Mark. Знаешь, что это? Марк. Маруся. Знаешь, что это? Начало из радио. А, ну ладно, я только почти не И 42. А сейчас Ну супер! сестры мама не здорова. Самое главное, господарство, я хочу сказать самое главное, что зараз тут есть молодежь, есть молодь, а молодь в рок-н-ролле – это наше будущее. Господарство, я в рок-н-ролле, ну, приблизно, ну, год так с 7, а зараз мне 55. Тому прикиньте, а ось яны, те самые наша смена, як кажуть. Дякую їм за те, що вони нас підтримують. Дякую їм за те, що вони разом з нами. Ой, які тут цікаві картинки на сценах. Ну, гэта ўжо, калі будете тут, паглядзіце самі. Вот.
Я так чую, что уже худенько все почнется. Чекаем, чекаем, чекаем. Як я досюди кажу, чтобы радио Распиздяй не превратилось у радио Пиздобол, я заткнуся и будем глядеть. Да, я поглядеть уже по какие-то свои. Просто походе поставил так, на сцену, да? Вот буду глядеть, либо вот так, либо вот так. Там было глядеть. Зараз почнуся. Зараз я побачу всю сцену, все буду выступать, скажу, что я тут. Голова уже более-менее працює, так що я я провалился телефона красивый. И меня со снегом вытягнуло. Еще нога просто распустилась. Не пришли, не придумали человека просто. Я не мог, понимаешь, я смог, я кого-нибудь просил, чтобы со мной ручку подальше подняться. Нормально. Но самое главное, я охренел. Помимо приезда, часть, наш командир, не помню. Ну что ты больше прималась? Что это ты хромаешь? А? Так, Рушка, до меня. Что с ним здоровье? Ничего, что было добро. Это что там его понял. Там больше он регион. Галисти, бывает. Бывает. Працює? Хотел сказать, что не працює, что ли? Ну, працює, но я с ней еще на «вы», как бы, Это бывает. в помещении не очень снимаю. Ну, тут тоже такое. Но тут помещение узкое, и зеленый потолок. Ну так, есть. Тоже очень офигительно получается. Поэтому не знаю. Колись так само займался. Это было так давно. Это было приблизно 80-е годы. Я тут занимался малым. Я родился в 80-х. Да, я тут было немножко так, год 16-17.
Я в 5 классе купил себе первую смену 8М и с этого пошел. Ой, на той смене такие были сбивки. Даже в выставах там что-то такое было. А всего-то нашего. Что такое смена 8М? Это Мыльница. мыльница. На тот момент это мыльница. А лишь самое популярное было. Это лучше не было. Самая такая доступная, и все хотели. Я потом, когда уже в Беларусь перебрался, я купил себе «Зенит». Это не было. Да. У меня была смена, у меня был фэт другий, фэт 5. Ну так, сам по наследству достались. Ну, даже достались еще там, где раньше жил. Вот. Такие были аппараты. У меня был увеличитель, зеркало одно печатал. Там так само стоял Ведовский. Ведовская линза, и она такие фото робила. Я просто линзу, якая пришла в початку, я выкинул нахер. Мне дядька подаровал Ведовскую линзу. Ой, мама, это было жестко. А потом еще научили меня працевать с масками. Вот эти вот все эти фото, вот я чему кажу, что были даже на выставах это было. Затемнять, засветлять, там это все бляха. Памятаю, тогда вот 10 попалась мне вот эта книжка по фотам. Курова, такая область. Я поглядел, что можно с гэтым робить, и что маковку, и понеслась, а мы с хлопцами такое творили, что просто да, было. Самое главное, я не ведаю, почему у нас такое было в поветре такое было, что мы были все в этой фотографии. Может, на тот момент такое было, может нормально. Лепей фото заниматься, чем мы. Ну так, пугать подворотни там здесь снимал. А лишь мы поспевали и то, и то. Так. Поспевали и в подворотнях, и Так. и двор на двор, и в этой галерее. Я уже занимался в 13 год, пошел там на фотокружок, и мы начинали с FET 3. На етап. І коли були такий був обов'язок, треба було знімати концерти, які проходили у дворце піонерів, палац піонерів, так, школьників. І це була така, як каторга для нас, але це тоді так ми к тому відносилися, але зараз так думаєш, то було таке, такий час, коли ти набивав руку. Ты научался это робить. У тебя был Зенит Е и что-то близко. Ну да. Вот такие, пленка. Всего только 36 кадров. І ти глядиш, який кадр можна, який не можна. А потім ти вибирав інше місце. Ти його робиш і не ведаєш, трималося чи ні. Так. Тільки коли сам його там достав, проявив, закріпив і зробив. От тільки тоді. Там не дотримав. О, блін, так. Все, не та витримка. Зараз можеш поглядіти, що у тебе трималося, як трималося, блин. А тоді ні, а ти так, поки не проявиш пленку, поки ти не поглядиш, поки не проявиш. И то, пленку проявил, а там же только негатив. Ну так. А потом это все походу не распечатаешь. Ой, бля, я вспомню это все. Ой, было. Нет, все-таки вот цифровое фото трохи убило аналог. Убило вот это вот, это коли ти чекаєш, що там отрималося такого. Зараз у кожного є телефон. Ну так. Плюс-мінус добрі здимки може робити кожен. І з одного боку це вельми добре, ну бо
Все, что родится человеком. Олег, я скажу, что когда у человека есть нормалевая камера, першая, и когда человек вот ложку, разумеешь, что он робит? С телефоном ты такого не зробишь. Ну, Не зробиш. Оптика это одно, а еще умение. Я все ж таки, вот я, например, меня отримаюся так, отримываюся всегда так. Я вот хожу, ну, мне, например, легче снимать что-нибудь, типа кветы, там, еще что-нибудь такое. Это вот, а вот когда снимаю людей, не то, просто не то. Их не отрываются пока. Хожу, и, значит, не могу знать. Як тут так зробити, щоб були такі здимки більш-менш добрі. Самое главное, снимаешь, когда вот есть все-таки цифра, когда есть это личба, это, когда это все видело. Снимаешь, а потом уже выбираешь, что легче. Ну так, ясно. Когда у тебя есть не 36, а там 1036, то можно так робить. Тык, а потом там это... Да, после глядишь и уже бачишь, что у тебя будет. Так. Доброчка. Вот как раз все снимается. Стрим? Да, где прямой эфир? Где прямой эфир? Скорее все почнется. Худенько все почнется. Буде. Чекаємо. Ми так само чекаємо. Moja siostra mnie właśnie też tutaj. Ja muszę opowiedzieć o koncercie, jaki będzie dzisiaj. Pomyślałam, że jeśli może przed panią będzie, to nie będzie całą opcją. Boże, ale wiem, że po tym, to ja na pewno podaję takiego tematu. Musimy na takie odwrót, ale jeszcze chcę do niego podejść. Ona też jest kręcą, na drugą stronę. Chciałem podejść do niego i szukać pytania o Instagramie. Że ona zna jego Instagrama i czy nie tak jest Instagram wolała, żeby on nie podał tutaj. Tutaj, ale tak podeszła, daje I właśnie to moja przyjaciółka tak się stara, żeby jak była taka sytuacja, żeby się nie wyświetlić, a bardzo tego музыка, яка поступила з цікаві. Зрештою, як увага до гэтай самай сцэны, гэта азначае спадарства толькі адное. Гэта азначае, што імпрэза, прысвечаная тыдню роднай мовы, распачынаецца. Добрый вечар! Насамрэч, вельмі адметная гэта перыяд даецца ў жыцці беларусаў, у тым ліку і ў эміграцыі, але тое, што сёння адбываецца на гэтай самай сцэне, пераканае нас і ў тым, што беларусы насамрэч таленавітыя, што наша беларускасць, яна праяўляецца не толькі на радзіме, але і база ёй. І да ўсяго іншага я вельмі рада сёння буду запрасіць на гэтую сцэну аж до 4 музычныя гурты, праекты, музыкаў, а таксама мастака слова.
Пра ўсё гэта цягам гэтай падзеі абавязкова. А яшчэ у вас ёсць магчымасць падтрымаць тых, хто будзе ладзіць гэтую падзею. Ёсць у нас блік для падтрымкі, для донатаў, ёсць у нас і скарбоначка, ёсць у нас і, я ще раз падзялюся, ваше жаданне зрабіць штосьці добрае гэтым вечарам. Мяне зовут Марина Савицкая, гаспадарства. Дзякуй вялікі ўсім, хто сёння долучыўся да гэтай імпрэзы. Жыве Беларусь! Живи вечно! Жыве Беларусь! Живи вечно! Жыве Беларусь! Живи вечно! Вось гэта ж самае, з гэтай свабодай, з гэтай стыхіяй я запрашаю на гэтую сцэну гурт, малады праект, які сёння распачынае мерапрыемства тых самых маладых музыкаў, для каго гэты выступ стане дэбютным. Проект «Хочу мроить». Вау! Ну что ж, подарцы, сустракаем першы гурт. Яны сёння працуюць у акустыкі, але ж, наколькі я ведаю, у хлопцаў даволі такі пішніковы. Даволі трэшавая музыка. Зараз. А нет, намалевал. Ну, я не здивлюся, что коли они начнут играть, то будет и слэм. Расскажи мне про себя, как вода в твоих думках нет. Вырваться на волю, где тысячи людей прагнут свободы. Я, конечно, уже не дам, но памятаю, як утякал от этого боли. Стоя зараз упаду, ты услышал, ушел, здесь не поздно. Muszę молчать, скорее не хочется забывать. Помирать, не будем правды. У нас жаль, все есть люди потребные. Это важно для нас и грез. І жертеш, вчора і сьогодні, завтра і тільки кадеш. Песню про нас так, песню про твою. Эту песню заборони, ребята, такой уже фаер. Ты спеваешь снова и снова, твоя песня с тобой жива. Все серьезно. Muszę молчать, скорее не хочется закрутать. Помирать, терпеть, спокойно. У нас шаг, это все какой потребный я. Muszę молчать, скорее не хочется закрутать. Помирать, с тем, кто мне верно. Нас ничего не знает, и оставалось в Европе. У нас все устраивает.
Браво! Дякую, Марійки. Добре, наступна наша пісня називається «Збірки». Есть проблема, бо у моей гитары нема хуку. Есть. О, можем починать. Poszerego bloka, pukaj ty udaszy. Хочешь бачить святы, твои проблемы от войны. Я спонсор войны, твоя дорога, лёгко мне покрай. Не споймаешь меня, тебе не просто стал я усё как это, и ложи я снова Пойдем, даже я свободы только и мое сердце болит, но я зрозумел, что я николи боли и не полечу на родину, а я бегу далеко, далеко мне покрай. Не споймаешь меня, не споймай, не споймаешь меня. Оставаться в теме так просто, стал утягать, баланс. Споймать, руками споймать, подушку споймать, просто боли отнимать. Как вы можете чуть, у нас дробные проблемы, ведаем, что это, лишь маем надею, что это вирішиться. Нема проблема! Дякую. А зараз у нас є питання до вас. Так. Добре. Адносія білоруської мови. Чи ми ведаємо, що була БНР, так? Білоруська Незалежна Республіка. Народна. І питання, коли вона повстала, у яким годі? Хто перший? 18-й. 18-й? 1918? А дата? Какая дата? Ой, Месяц хотя бы. ну подкажите кто-нибудь, ну. Google. Да, ну вспоминаем. Ну, вспоминайте. Ні, Соковику то вже було, 25 Соковика то вже було, не, было две, было два декрета. Перший был
перший був 862 рік. Нет, это не на то питание. перший був у студені. Олеж, добре. Да, так это трошки трудно, тому одразу можна в сумі. Перший був ще у студені, декрет, а другий був уже у сакадику. О, вельми добре. Ви виграли якийсь подарунок. Ми не знаємо, якого. Але брав. Добре. Наступна наша пісня називається «На зламаних крилах». Йоу! Оплошна пісня у нас на сьогодні. Нам треба трошки змінити строй наших гітар, тому хвилинку.
Мирослав, привет. Мирослав, як ти? Як ти, Мирослав? Я хочу сказать спадарству, я не ведаю чему, но мне чомусь нагадал выступ именно ранний Led Zeppelin. Шапошня песня розповідає доволі тяжку історію, яка видарилася в моїм житті. Эта песня называется «Вина снова мне снится». Приснился тебе сон. Я стоял, вся могила, мы стоял балкон. Знаю, что как-то не хотела скочить, а я бы потянул свои руки, и я на своих чашах головой, и она села мою голову, я снова не снится, я его снова не снится, снова не снится, я тебе умер.
Великий Жне Білорусь! Жне Білорусь! Жне Білорусь! Я подаю себе беспехотно, розпочинаємо качуроїть. Вертание на сцену прекрасно. У нас, конечно, вертаюсь на сцену, потому что есть у нас добрые люди, организаторы этой події, які сьогодні просто так вас Вони вам не відпустять за всю вашу емоцію, за всю вашу шалену енергетику, за те, що сьогодні у вас проводи випадають, вітери падають, і все одно імпреза протягується там Тому, сподарство, подписывайтесь, коли ласка, на гурт «Хочу кроить». Мы не забываемся про то, что сегодня у гостей подеи есть возможность навата выиграть певные плюшки, даруночки. Ну так ось, на одно питание сегодня отказывали. Есть у нас переможка, привитанечка. День добрий. Ваше любимое слово по-белорусски. Може вийдемо на вулицю, там просто Тримаємося і працюємо далі. Тримаємося або працюємо? Ні, працюємо далі. Коли працюєте, тоді і тримайте, коли вас подарунки. А що у вас файно? Дякую великий. А мое любимое слово – драники. Драники. А видите, что можно сгореть с этими самыми драниками? Замовить их на бары, потому что там не только этой самой дранички есть смажная орешка, шеки, и пилка, потому что ці родної мови ён таким. Ми тим часом звертаємося і до наших наступних виступовців. Люди, які ваш суміщанець, з'являються яще і організаторами мероприємства. Андрей, Олексій. Ви так само сьогодні до нас з подарунками і не тільки для музиків. Розповідайте. Вітаю всіх, поважане господарство. На сцені гурт «Полтори чоловіка». Есть так само от нашего гурта питаннячка до залу. І есть можливість так само щось цікаве вибрати. Хто написав книгу «Господь приземлился в Городне»? Так ладно. Кто автор? Запрошаю. Так само, любимое слово, Андрей Иванович. Распорядите, давайте узбогачать сегодняшние импрезы, как само словниковый запас. Однако, просветите, это я. Насамрэч я гэта прачытаў тэксты буду паштовно ўжываць беларускай мовы, прыйшоў да сябе, што насамрэч я ўжо існуе недзе ў нейкіх даўнейшых тэкстах, і вось а хіба ты гэта знаеш мову, тое самае, што ў польскай мове хіба ты выбраў, на якіх і ставіцца. Чому, я не ведаю, я насамрэч не маю пэўнага слова, таму што запытаў, так я першае, што прыйшло да галавы. А мне треба за ўсё пытацца, я ж не могу без пытання, абсолютно. Я не могу не толькі без пытання, але ж яшчэ і без узнагарод. Вось, калі ласка, паешка, шышы, вечна. Носіце за здароўе. Аплодисменты, господарство! А мы працягваем. І як ви здогадуєтеся, сьогодні у нас імпрезу узбагачують ті самі люди, які з'являються і соорганізаторами мероприємства. Да усього іншого. Гэты люди докладно ведаюць, як правильно писать жиши, да і не толькі. А яшчэ гэтыя люди былі зауважені у свой час і на джемах. Таму
хто наведваў гэтае мерапрыемства, я прашу пляскаць у далоні як мага грамчэй, а наогул падтрымліваюць усіх, хто завітаў на гэтую імпрэзу. 1,5 чалавека! Гэта насамрэч вельмі добрый гурт і вельмі добрая песня. С детства казали, говори нормально. Русский великий, ты по-белорусски дослуху не успрымальный. Але ж в моей голове, ты в моей душе. Жишина за усё, жишина завжди. Жиши пишет всім. І по-іншому не буде. Короткая, хрупкая. Наши груди. В школе так само, как мы же Алексей, получили смешанность, мог российский. На что нам все это? На что белорусам? У короткое у сердца, у короткое усы. Шиши пишет. И по-иншему не будет. У короткое хрусткое. Наши груди. Шиши пишет. И по-иншему не будет. У короткое хрусткое. Наши груди. Живе Беларусь, Беларусь живи, покуль жила мова, будем жить и мы. Жаль свая, пробіга домой, вот а ты почнем отчувать себе годно. Жиши пишесты, и по-іншому не будет. У короткое, хрупкое, наши груди. Жиши пишесты, и по-іншому не будет. У короткое, хрупкое, наши груди. Дякую. Даруй за усё мне, тата, матуля копить слез. Моя краіна стогне, цяпер гэта мой лёс. Мой лёс хадзіць пабіты, мой лёс шукаць сяброў. Знішчалі чэрці ў чорным людзей сярод двароў. Навошта так навошта, ці вораг быў я вам? Навошта білі цётку, што крочыла ў храм? Навошта сцягі рвеце, ці до варожых сцяг? Народ цяпер пагоня, нас не спыніць ніяк.
Нас не спинить ніяк. Даруй ти мені, бабуля, бо зброю в руки взяв, але ж свого народу я пальцем не кранал. Я был народных валит со стягом на кони. З'явились дьяволы черные, за краты повели. Навошта, так навошта, ворог был я вам. Навошта пили тетку, что крочила у храм. Навошта стяги рвете, сіно ворожий стяг. Народ цяпер погоня, нас не спинить ніяк. Нас не спинить, нас не спинить, нас не спинить ніяк. Даруй за туля родный, я перейшов мяжу. Моя країна раптом прочнулася сну. Прочнулися все люди, і розквітнів народ. Як ти я партизанів, деда, де ж твой кулемет? Навошта, так навошта, ворог был я вам. Навошта били тетку, что крочила у храм. Навошта всякий ветер, сіно ворожий стяг. Народ цяпер погоня, нас не спинить ніяк. Нас не спинить ніяк. Дякую! Зовсім новая песенка. Золотай, золотай мне, мать раны, что несу, я несу их про життя. Не кричу, а волком вию от того, что губляется свое. Подарила мне мать крылы, как летать до облаков. Успомин не дает спокою. До час коли все было гульней. А тебе дочь не треба. Я душу супокой. Золотай мне мать раны, як немовлятку, притуливши до грудей. Я засну, але ще почую твоє стеклое, сынок мой любый, я с тобой. Сынок мой любый,
Я с тобой. Нагадую, що на сцені зараз група 1,5 чоловіка. Щиро дякуємо всім, хто завітав у Бекдор Бар, щоб разом з нами відсвяткувати міжнародний улюблений подвиг. Щиро дякую всім. Той самий момент, коли гітарист знайшов кураж і ніяк не може спинитися. Слова вже скончилися, а музика все не скончається. Ну, акурат про лёс музыка у міграції буде наступна і на сьогоднішній день апошня пісня в нашому виконанні, яка має назву «Грай». Твои суетчинники, ты в эмиграции. Злуєшся на гості, конечно, маєш рацію. Здобрен, злий, не маєш що з'їсти. Стоїш на вулицях Варшави, де співаєш пісні. Співаєш, бо грає душа, співаєш, бо рветься серце, здається, ніхто не розуміє тебе, ніхто не пустить тебе согреться. Грай, музика, грай свою музику, хай веє, завеє. Идут дожди, грай, музыка, грай свое, а никто не разумеет твои виражи. Грай, музыка, грай свою музыку, хай вея, завея. Идут дожди, грай, музыка, грай свое, а никто не разумеет твои виражи. В призрамках выйдешь на берег Десны. Распалишь огонь, пустишь дым. Ты снова один под гэтым небосхилом. Ты знову, як листі молодым. Не быто, не висло небо. І ні один, а побач сябрами. Не быто на вечеру, багато стол убраний. Не сам собой гомониш, а с братами. Грай, музыка, грай свою музыку, хай вея, завея. Идут дожди, грай, музыка, грай свое, а никто не разумеет твои виражи. Грай, музыка, грай свою музыку, хай вея, завея. Идут дожди, грай, музыка, грай свое, а никто не разумеет твои виражи. Ничего, мой родик, братик, тримайся. Бери заплечники, святошний настрой, бери гітару. І знов на сляди Єзу, уже бімов, у своєму забаві скончиться хутко. Для гості покосять кулі, а кого сигарети, де алкоголь.
триматися за правду, пожити з усмішкою. Не глядячи на те, що було тоді. Бо все готує. Ми в'яднемо країну. Ми зруйнуємо усі амури. Грай, музика, грай свою музику, хай веє, завеє. Ідуть дощі. Грай, музика, грай своє, хай ніхто не розуміє твоє вірші. Грай, музика, грай свою музику, хай веє, завеє. Ідуть дощі. Грай, музика, грай своє, хай ніхто не розуміє твоє вірші. Да ніхто не розуміє твоє вірші. Дякую, Вінки. Дякую! Господа, а давайте еще громче аплодисментами. Первая музыка, что не кармаш грают. Грай, музика! Грай, музыка, уши, музыка, жиши, музыка, и не только, ну коротей, возьмите на рейку. Дорогие, так он таких самых шикованных, важных в житті, и не только, особенно на таких жиши, правила. Запрошаю я на эту сцену, який зараз человек, да, меня не видно, серьезно подтверждает. А серьезно, потому что докладно шмат, что есть ему расповести и про белорусскую мову, и не только. Вы, господарство, докладно верите, что такое колыханка? Ого! Аплодисменты, разумею, только. Прикиньте, там где вы? Кто такие? Олесь Жданович? Наш шановний. Добре чут на тіні? Добре. Але слухайте, дякую, по-перше, що ви ёсць. Добра наш хлопчики і дзяўчынкі, я не ведаю, з чаго пачаць, тому что ну, не зусім мой формат, я не пяю, я маю не танчу. Деда Бородина добра спел. На цвярозую голову. Вот. Тому я почитаю, може, вам верши, калі дазволіце. І я бы пачаў вось з гэтага. Кажуць, мова моя аджывае, век свой ціхі, ёй знікнуць пора. Для мяне ж яна вечна жывая, як краса, як сляза, як зара. Гэта ластавак шчабятанне, звон світальны палескіх крыніц, сінь чабору і барвы зарніц, і буслінае клекатанне. Калі ж хто загадае, не трэба, адрачэцца ад мовы народ. Папрашу я і сонца, і неба, мне не трэба ні славы, ні хлеба, а судзіце на безліч нягод, толькі месяцаў назвы пакіньце. Назвы роднай зямлі, пра якія з маленства ў блакіце бор шуміць і пяюць жураўлі. Студзень казкамі снежных аблокаў, люты, шчодры на сіні мароз, сакавік, сакатаннем і сокам непаўторных вясновых бяроз, красавік, час маланак і ліўняў, травень з першым каханнем сяўбой, чэрвень з ягадною зарой, ліпень з мёдам, з пшаніцаю жнівень, спелы яблачны верасень, светлый кастрычнік у празрыстасці чыстай крынічнай, лістапад, залаты лістапад, снежань, першы густы снегапад. Ці плачу я,
Типею осень. На улице темно. Покиньте мне мову мою. Покиньте життя мне. Дякую, Пимен Панченко. Дякую! Я могу верите, что не надоел еще, не? Я вам быстренько расскажу, я уже расскажу про свой шлях для белорусской мовы, бо так атрымалася, что, может, для большасці з вас, калі вы былі яшчэ маленькімі, гэты вобраз маляваныча, можа, стаўся нейкім вось, ну, таким вобразам беларускага дзяцінства. Але калі людзі даведаваліся, што я абсалютна цалкам рускамоўны чалавек, ну, мне было крыху неёмка і сорамна. Але справа ў тым, што я нарадзіўся ў сям'і, дзе размаўлялі на трасянцы, і мае бацькі, тата і мама, я саромеўся гэтага, бо гэта былі 70-е гады, гэта было такое абсалютна, ну, такой наратыў, што вось наша родная мова быццам бы беларуская, но насамрэч усе карыстаюцца рускай, а беларуская это нешта такое вясковае, это нешта такое другасортнае, а вось эліта это значит нешта такое рускае. І я вось у гэтым асяроддзі рос, хаця час ад часу здаваліся і былі нейкія такія моманты, ну, напрыклад, у нас была беларуская мова і літаратура 2 разы на тыдзень, 2 гадзіны, і прыходзіла такая шэрая мышка, такая настаўніца, і нам было нецікава, і ёй здавалася было нецікава, але аднойчы яна прыйшла вось нейкая такая, ну, нешта такое, кажа, пофиг программа, пофиг все, просто. Зараз яна развернула книжку, разгорнула и почала читать. И у нас ківіцы отвалилися, и это было так невероятно и цікаво. Это было дикое полявание короля Стаха. И вось такие моменты. Ці, напрыклад, калі час ад часу я слухаю некие, ну, песни с песняроў, это так само нешта вось трапляла ў сэрца. Альбо потым, калі ўжо вучыўся ў інстытуце тэатральна-мастацкім, мне пашчасціла вучыцца у неверагоднага чалавека Іллі Львовіча Кургана, якога той самы Юрий Левитан называў, казаў так: вам не нужен Левитан, есть у вас Илья Курган. Вось Илья Львович нас вучыў вось гэтаму музычнасці вось беларускай мовы, гэтаму падоўжанаму каханне, павуцінне, ці гэтай мяккасці, спеў, снег, смех. Але гэта ўсё роўна было нешта вось такое, ну, не было галоўным у маім жыцці. І нават на пачатку 90-х, калі вось было нацыянальнае адраджэнне і было жаданне перайсці на беларускую мову, але, ну, неяк, хутчэй за ўсё, з-за таго, што не было некага ўнутраняга стрыжня чалавечага і не было асяроддзя, я разумеў, што, пачынаючы па-беларускі, размаўляю вельмі дрэнна, я выглядаю некай белай варонай, і, напэўна, можа, шмат хто праходзіў менавіта такім жа шляхам. Калі ты пачынаеш нешта рабіць упершыню, ты робіш гэта не вельмі, ну, добра, дасканала. І я думаў, ай, не, лепей я ўжо буду удосканальвацца, как бы, расійскай мове, так мне хацелася да нейкай культурніцкай эліты належыць. Вось, і гэта цягнулася ў маім лёсе да 20-го года, нават до 21-га. Ну, 20-й год шмат што перевернуў, как бы, у свядомасці, ну, у маёй так вельмі шмат, што я зразумеў, што мы беларусы, я пачаў паважаць беларусаў, я пабачыў прыгажосць беларушчыны. І ў 21-м годзе я трапіў у асяроддзе, з якім мы пражылі. Вось тут, дарэчы, ёсць Саша Денисаў, але ёсць вось мастакоў, музыкаў, пісьменнікаў, маладых, 30, 35, 40, якія, акрамя таго, што яны, ну, выдатна размаўлялі па-беларуску, яны яшчэ там 2-3 мовамі валодалі. Я зразумеў, яны былі, ну, энцыклапедычна адукаваныя людзі, я зразумеў, што это хлусня, это неправда, што сёння размаўляць па-беларуску значит належыць да культурніцкай эліты, што сёння размаўляць па-беларуску значит быць у авангардзе вось развіцця. І мне прысніўся мой бацька ў тыя дні. Вот хочаце верьте, хочаце нет.
той, какое количество соромился, что я размовлял там на трасянце, и сказал: Саша, починай. Лупи на трасянцы, помиляйся или подчиняйся чого-небудь. Я разумею, что и зараз моя белорусская недосконала, але я рад, что я размовляю. А вот сегодня размовляю там с россиянкой, как бы по-русски, и мне уже тяжко, я разумею, что у меня какие-то белорусские слова. И я хочу, мне попросили тут некий конкурс провести. Але я хочу, давайте кожный зараз подумайте, я у Фейсбуку написал себе там свои любимые 3 слова. Ну, и зразумела, что это крыху може умовно, белорусские. И попросил прокомментовать. И тут каля 30 комментаров. Кожный давайте назове потом, подрыхтуйтесь свое любимое белорусское слово. Самое такое, не ведаю, спевное, дорогое. Мои кохання, снічка, тихмяны. Мне тут пишут выкшталцоны, пялёстки, зихотки, молодик, джабор, боберочка, цукерка, зничка, поплыв, гузик, байка, цмок. Татьяна Северинец пишет: якая осолода все ж таки, дмуховец, бурбалка, волошка. Ну, осолода ж, правда? Солода! А ваше слово, я говорю. Не геглы. Приз человек, он перший, я его ведаю, это Петро Марченко. Не геглы. Бо я размовляю не гегло по-белорусски, я ведаю. І на розвітання вірш, який я вельми люблю, і я впевнений, що ви його вельми добре ведаєте, але потерпіться. Где мой край? Там, где вечную песню пее Беловежа. Там, где днем на заходе помнить ворожую кровь, где на узвышшах новоградских дремлют суровые вежи, и вишневые хаты глядятся у широкий Днепром. Ты лежишь там, где синяя Припять ласкаво вьется, где София, плыве над звеною небы корабель, там, где сердце мое с першим кроком, як молот, забьется, коли б нават глухим и слепым я пришел до тебе. Что слепым, нават мертвым успомню высокие зоры, над ракою червоной и тьмяной полет кажанов, белый ветрось на синих, на гордых, як мора, озерах, и бары океаны, и небо разливу и льнов, где мой край, там, где люди николи не будут рабами, что за полювку носят ярмо в безнадейной турме, где осилки хлопцы молодыми узрастают дубами, а мужчины, як скалы, удары ждых зломится меж, где мой край, там, где мудрые продки у хвоях поснули, где жанчыны, як радостный сон у старах на зары, а дзяўчаты, як дождь золоты, а сивые матули, як жневье с павутиннем и доброе солнце у горы, там звенят неумиручие песни на полные груди, там спрадвеку гучить моя мова, булатный клинок. Тая гордая мова, якую тады не забудем, коли небо с землею в апошні заглыбится змрок. Ты наш край, ты, червоная груша над дедовским домом, листопадовских зничек густых фосфоричная рать. Ты наш стяг, что никому на свете, никому не дамо обсмеять, обпоганить, забыть, тягачом завоевать. Мы клянемся тебе, борозной нашей першей у полі, и опошней ролей, на якую упадем у журбе, мы клянемся тебе, что николи. Так, николи не кинем, не кинем
тебе. Дякую, Владимир Городкевич. Живе народ! Живе народ! Живе народ! Ведаеце, што калі я з'язджаў з краіны, і мне один человек из органов написал, что вось, ты ж такі веш, там читал, выкладал в соцсетках, а сам вось кинул родиму, кинул. И мне было прикро, и я думал, что он как бы мае рацию, и мне было неприемно, и что, может, он правду кажа. Але ведаеце, что гэта неправда. Беларусь зараз тут. Яна глядзіць на мяне. Беларусь там, у Америцы я объездил, не ведаю, 13 городов, повсюль, у Бразилии есть белорусы. Я уже не кажу про Грузию, про Польшу, мы повсюль. И Беларусь там, где сегодня белорусы збираются, читают верши белорусские, спевают песни белорусские и застаются сапраўдными белорусами, а не теми, кто только, кто готовы отдать нашу землю. Сами ведаете, да. Дякую вам, вялікі. Дякую! Дякую! Олесь Жданович, пожалуйста, и... Господар Малеванович. Господар Олесь, запрошаем вас на сцену. Олесь уже на сцене. На сцене и авар, что за господаром. Доброго вечера. Здесь просто чуть-чуть не сбился. Мне подается, что это мозг, спусток теплыни, добрыни и усіх гэтых сардэчных пачуццяў. Усё гэта Олесь Жданович. Аплодисменты! Я тут с вами побач посажу. А я хочу показать, что сегодня до нас долучаются не только актеры, не только музыки, але ж яшчэ і люди, дзякуючы якім вы сегодня можете сесці не с пустыми руками. Невялічкі, але ўсё ж таки арт-маркет у нас разгоргивается, что тут, что крышечку выше, тому не забывайте, или ласка, подыходить на гэтые кропки, там так само есть что набыть. И есть як падтрымаць. Очень ласка, донатница и іншымі плюшками можете сказать дзякую усім сённяшнім выступоўцам. Дарэчы, невялічкі спойлер ужо маецца на сцене. Я про тое, что як называется гурт, які сёння выпусціў альбом 20+. Як зовут лідера гэтага гурта? Таму ці гучныя аплодысменты. Прослухали релиз уже? Так. Закинули себе у плейлист. Обов'язково. Зараз моцними аплодисментами будете подтримливать Олеся. Розпочинаємо. Олесь Лютович. Ну так. Спойлерство. Добрый вечер всем. С Днем родной мовы вас! И поехали, первая песня «Тягни». У ночи тягнет, я еду все далее в темру. Вось город з'явився із ним, і я уже не ведаю, де ми. Здається, ось і припинок, ти гнев помилився я знов. Стомився я, де відпочинок, де дома моїх городов. Потягне гуканье ночи. Я не бачу правей. Я уже не розпущу
будзе цёмна, калі мы асветлімся зноў, калі закрычым голас поўны сярод беларускіх бароў. Цягнік усё далей, далей ад роднай старонкі маей, якую мы ўсе паважаем, хоць зараз яна і ўсне пацягне у коне ўночы. Няўжо я не бачу правей, няўжо не распрышым мы ночы, няўжо не распрышым мы ночы, няўжо мы не ўстанем з колен. І знову гругоча цягнік, знов еду все далей у цемру, знов горад з'явіўся і знік, і я ўжо не ведаю, дзе мы. Пацягне у коне ўночы, няўжо я не бачу правей, няўжо не распрышым мы ночы, няўжо не распрышым мы ночы, няўжо мы не ўстанем з колен. І зноў гругоча цягнік, і зноў гругоча цягнік, і зноў гругоча цягнік, і зноў гругоча цягнік. Щирі дякую, сябри! Мы с тобою так любили подых дня, кропли в ус нами ловили теплые, пожили свое в очах отбитё, и летели з ночи у життя попел шерый дём, поветра режа и весною йом нясе снежань попел шерый дём, можа хопіць ён паўсюдна ён гэты попел. Мы руками брали хвали за цугли и ховать, что так жадали, не могли. Мы росою мыли небо, все для нас, але более не потребны нам той час. Попел шерый дом, по ветра режа и весною нясе снежань попел шерый дом, можа копить ён паўсюднаю гэты попел. Читаешь між радкоў, а сэнс знікае, і позірк маякоў ужо не асвятляе. Попел шерый дом, по ветра режа и весною нясе снежань попел шерый дом, можа копить ён паўсюднаю гэты попел ён паўсюднаю.
Щиро дякую. До речі, літерально сьогодні, ось як уже тут і казали, у нас вийшов новий альбом, ось, на новому профілі на Spotify. Ну, і не тільки на Spotify, але зараз гурт називається «По-латинську». Бо ми стикнулися з такою проблемою, що тут, наприклад, поляки, вони користуються кирилицею на телефоні, так? І вони так кажуть, знайди мне ваш гурт на Spotify. А я гляжу и не могу написать на польском, бо... Не, я ведаю, як писать. Але я не могу написать, бо не знаходить по-латински. Ось. І тому новий альбом з'явився на новому профілі, і всі останні пісні з тягом часу будуть так само там. Зараз я заграю песню з гэтага альбома, і вона вже колись виходила синглом, називається «Навальница». Вена больница, подвары дождю, сядь блескавица, небы ножу, грохают хмары черной броней. То не краина, и мы разом с ёй. Мы с тобой гранаемся пляжима, до пляжей я буду пережить. Памятай, разом все магчыма, памятай, с волем все змянить. Смерти напугал, ветер узнял, выел кожуры, старый шагал, тает надея, выдай дрыгве. Сердцу здається, нема боротьбі. Ми з тобою гранаємося пляжима, до пляжей я воду пережить. Пам'ятай, разом все можемо, пам'ятай, з долем все змінить. Наступная песня зараз, якая прагучыць, я не могу її не заспяваць, тому что гэта песня беларускага класіка, нашага неумяручага Владимира Мулявина. Песня «Чырвонае ружа» для наших жанчын, дзяўчын, дочак, для наших любимых. Чырвоная рожа, не стой на дорозе,
Не стой на широкой, кто идет, той ломает. Не стой на дорозе, червоная ружа. Кто идет, той ломает, кто идет, той шипает. За что я кое диво, за тое я ты красива. За что я кое диво, за тое я ты красива. Жана ты ломает дядям на забаву, халас ты ломает девкам нас подману. Червоная рожа дядям на забаву, червоная ружа девкам нас подману. За что я поедила, за тое я ты красива. За что я поедила, за тое я ты красива. Сманил хлопец девку ружовым цветочком, ружовым хусточком, ляновым платочком, чернявых чулочках, маленькой дочкой, беленьким сыном, рыженьким сыном. За что я кое диво, за тое я ты красива. Я думаю, что к третьему припеву вы уже хотя бы несколько слов запомнили, тому давайте разом. За что я кое диво? Я думаю, что это будет вельми приемно для наших девчин и женщин. Хлопцы, ну, давайте громче. За что я кое диво, за тое я ты красива. Еще раз. За что я кое диво, за тое я ты красива. За что я кое диво, за тое я ты красива. За что я кое диво, за тое я ты красива. За тое я ты красива. За тое я ты красива. Дякую. І за святом вас ще разочек. Сьогодні свята мало бути не може, тому со святом вас все на вацорки уже не зяют, это знак беды. Гаманцы перемахают, бегу никуды. України твоє вочі, усьо життя як бой. Чистий шепт тобі пророчить, буде все весною. Осторожно притикай і заховай спокой. Що було, я пам'ятай. Осторожно променем согреє сердца, супокоить нас. Мара чистая прорвется, надыходит час. Заранится пронесется на беззвучным звук. Воля просто не дается, тут капут круг. Осторожно притыкай и захлопывай спокой. Все былое памятай.
завжди, не вернешь той свет. Запомни одно, теперь назавжди, не вернешь той свет. Запомни одно, теперь назавжди, не вернешь той свет. Осторожно выдыхай и захлопывай спокой. Все былое памятай, осторожно выдыхай. Дякую. Наливайте і випивайте. Так, я бачу, що сьогодні тут присутнічає Ірина. А що, коли ми з тобою заспіваємо сьогодні пісеньку одну? Сховалася. Стіпла я просто. Іриночка! Іди. Раз. Усім привітання. І вас зі святом. І зараз ми заіграємо пісню «Дождями». Старая бородатая песенка. Наши сердца замерзли по зиме от холодной стужи. Мы забыли той шлях, что застилал я пелёстками ружа. И она была сама собой, со мною полюбленной. Я купидоновой стрелой хотела всё наконец. Дождями осенний замок жаль. Мы сами сгубили мир, огурьма. У сердце и снова держа камень. Я ненавижу каждый день, я ненавижу каждый день. На-на-на, як там слово далі? Батюшки. Мне уже николи вспоминаю долоня теплыню, мой маленький анёлок. Гляди, усё разбито вщент, и згасли наши свечи. А я гляжу на твой портрет, уже который вечер. Дождями осенний замок жаль. Мы сами сгубили мир, огурьма. В сердце без ног удержа камень. Я ненавижу каждый день, я ненавижу каждый день. Леша в Урсі зклався так, а може хтось і розгубився, і життя
й голос так, напевно, просто помилився. Не побачив одного, а висновчок було спокійне. Не приметив твоего и моего. Дождями осыпется вокруг шаг. Мы сами ступенями на гульках. У сердце снова тяжа рамками. Я ненавижу этот день дождями. Мы сами и снова тяжа рамками. Я ненавижу этот день, я ненавижу этот день. Ірина Недоробєєва. Дякую. Супер. Дякую. Розныя люди, шэраг пытанняў, прапановаў і меркаванняў. Розныя ўсе і ўсё навакол, але аб'ядноўвае нас дзядулі, бабулі, сыны і гнулі, рабочы прафесар і доктар навукі. Збіраюцца ўсе пад круглаю столей, каб паразмаўляць аб рок-н-роле. Рок-н-рол! Жыве рок-н-рол! Рок-н-рол! Жыве рок-н-рол! Рок-н-рол! Настрой зажги навокол. Рок-н-рол! Это серьезный прикол. Рок-н-рол! Няхай будзе вечна. Жыве рок-н-рол! Жыве рок-н-рол! Калі табе дрэнна, ці хочаш смяяцца, пяшоціць кагосьці альбо абурацца, старую касету включыць ці бабіну і слухай той рок, што жыве і не гіне. Ён зроблены тут на родной прасторы. Ты чуеш у ім і што заўтра, што вчора. У полах шырокіх альбо ў колах вузкіх, у сэрцах усіх нас наш рок беларускі. Рок-н-рол! Жыве рок-н-рол! Рок-н-рол! Жыве рок-н-рол! Рок-н-рол! Настрой зажги навокол. Рок-н-рол! Это серьезный прикол. Якая будзе вечна. Жыве рок-н-рол! Я ще разочек припев. Эй, рок-н-рол! Жыве рок-н-рол! Рок-н-рол! Жыве рок-н-рол! Рок-н-рол! Настрой зажги навокол. Рок-н-рол! Это серьезный прикол. Рок-н-рол! Якая будзе вечна. Жыве рок-н-рол! Жыве рок-н-рол! Жыве Беларусь! Я думаю, что мы зараз когосьці запросим з вас на сцену. Хто хоче поудзельничать у такой ось? Я хочу. Хочеш? Хочу. Добре. Ну, виходь сюди. Виходжу. Сьогодні у день нашої білоруської мови треба відказати на одно таке невеличке питання. Яка перша газета була надрукована по-білоруськи? Часто кажуть, що я із України, я патріот Білорусі, я патріот України, я патріот Польщі, я патріот Європи, я патріот наших народів дуже. Часто кажуть, що конкретний рік я не знаю, але я знаю, що я просто люблю Білорусі. Ого! А ти ми запросимо на сцену когось з білорусів. Хто хоче, хто видає відказ? Представься. Ольга. Это наша Нива. Вось. И я вам дарю 2 запрошальники на наш концерт. Хіба ви з Білостоку? Все, так, это 8 заковика у клубе Music Club Белосток. Гурт без назви з презентацією нового альбому. Дякую. Все, запрошаю.
свет. Змыв тлум и аркуши газет понесуть праз простору праз час. Тільки ти усміхнися, хвалі лашать нас, усё змиє з твару землі, ніби у звонким весну ручаї. Понесе і простору, і час. Тільки ти не журися, хвалі лашать нас, хвалі. Про серце і про слови хвалі, вишедши я за гори хвалі, історії закружать нас. Я думаю, что вы запомнили первое слово с припева, и мы это проверим в другом припеве. Будем з даху з тобой назирать, як вода у потой прибывать. Будем змыє простору і час. Тільки ти усміхнешся, хвалі лашать нас. 3-4! Хвалі, про серце і про слово. Ай, цей вишедший я закон. Історії закружать нас. І протягує хвалі, зміє спалить сльози хвалі. Рано попасть хвалі, развеять пыл твоих руках. Про серце і про слови отлично, вышедший я за горы истории загружать в мах. Нагадую, 12 красовика гурт без назви у Варшаві з презентацією нового альбома. Запишите собі у календарики. Наступная песня вельми серьезная, это вам тут не хвалит. Наступная песня называется «Свой стяг». Было собі, было, шло собі і шло, ні болю, ні бяди, і ні розчарування. І раптом твой спокой подрушився пешком, і вось ужо навколо
кукол пачварных зданяў. Трымай сябе ў руках, калі навокал страх. Трымай сябе ў руках, калі навокал розпач. Трымай сябе ў руках, не опускай свой сцяг. І атрымаеш знак, што ўсё не так і змрочна. Здаецца, што жыццё потрушчанае ўшчэнт. Наперадзе ракой гаркота разлілася, але не наракай на гэты жорсткі свет. Трымай свой моцны сцяг, ніколі не здавайся. Трымай сябе ў руках, калі навокал страх. Трымай сябе ў руках, калі навокал розпач. Трымай сябе ў руках, не опускай свой сцяг. І атрымаеш знак, што ўсё не так і змрочна. І ўрэшце дарячэй ачысціцца дымок, і мокры шэры снег злецца ўрожаем. І там ты будзеш жыць з падзення толстым бой, калі свой зыркі сцяг не кінеш у моменте можно и лихарики запалить, а не только пиво в бокалах тримать. Ну, елки-палки, мне вас завжди вчить треба. Давайте все фонарики, зробим ліхтарики на телефонах и заспеваем. Трымай сябе ў руках, калі навокал страх. Отлично. Трымай сябе ў руках, калі навокал розпач. Трымай сябе ў руках, не опускай свой сцяг. І атрымаеш знак, што ўсё не так і змрочна. Трымай сябе ў руках, калі навокал страх. Трымай сябе ў руках, калі навокал розпач. Трымай сябе ў руках, не опускай свой сцяг. І атрымаеш знак, што ўсё не так і змрочна. Не так і змрочна, не так і змрочна, не так і змрочна. Тримайте свой моцный стяг и ніколи не здаємося. Сябровская песня. Крычыш, не ведаеш, чаго вяеш, але ўсё для каго. Ідзеш, блукаеш па шашы, маўчыш, бо сумна на душы. Згубіўся цёмна ў вачах, шукаеш, вось жа ён твой шлях. Сумуеш, вось гітара грай, нашкодзіў, нуды атрымай. І налонімася ў дарагі, мы
поскидаем свои лапсуки. Будем с тобой в житті розмовлять, на своей песни кожний вечір співай. І в долоні мой дорогие, мы поскидаем свои лапсуки. Будем с тобой в житті розмовлять, на своей песни кожний вечір співай. Почув на божда ти почув, а чув душой своєю я чув. Трасешься, робишься листом, спужався, будь же мужиком. Не можеш трошки покривай, поснедав, що ж, отпочивай. Питаєш громче, запитай, прочнувся, нас тоді шукай. І в долоні масява дорогие, мы поскидаем свои лапсуки. Будем с тобой в житті розмовлять, на своей песни кожний вечір співай. І в долоні масява дорогие, мы поскидаем свои лапсуки. Будем с тобой в житті розмовлять, на своей песни кожний вечір співай. Мы поскидаем свои лапсуки. Будем с тобой в житті розмовлять, на своей песни кожний вечір співай. І в долоні масява дорогие, мы поскидаем свои лапсуки. Будем с тобой в житті розмовлять, на своей песни кожний вечір співай. Кричиш, не ведаєш, чого? Дякую. І ще один творчий експеримент. Запрошую на сцену белоруса. Хто ще хоче поудзельничати? Не бойтесь, ми не кусаємося. Ніякого компромату, нічого не буде. Ідеш? Давай. Глядь, літерально 4 радки любого вірша по-білоруськи. Не дам. Соромно, але не дам. Не дашь? Не дам. Давай. Хто ти гетький, свой тутейший, чого хочеш? Долі лепшої. Якої долі? Хліба, солі, чого? Болі, землі, волі. Відбулося, що нечто ведаю. А казав не дашь. А я тебе за это дам 2 запрошальники на наш варшавский концерт. Ну что, я думаю, Дякую, братка, дякую. Это насамрэч белорусская солидарность. хочется пригадать наших олдскулов, і каб яны заўжды жылі у нашай памяці. Гэта, конечно ж, беларуская панк-рок команда, якая называется Нейрадюбель. Я хочу заспевать песню «Гузик», и вы мне в этом допоможете. Шел я лесом, сустрэў цябе, ты гуляла у хоккей, Толькі ножкой меня помылился сапер не раз, а 2 и заставляет. Это ж не та тональность, что вы скрываете? И меня, блин, с глузду сбиваете. Вот. Осень родная, Вось. Шел я лесом, сустрэў цябе, ты гуляла у хоккей, Толькі дошкой
майор, не раз, а два. И застался. Ну что, кто тебе ведает слово? Только Гузик. И застался только Гузик. И застался только громче. Застался только Гузик. Когда не пройшло, як пара пива, і успоміни на дива. Для мене агенції свет, кожний вечір твой портрет. Цяпер усюль комунальні послуги, я набиваю з кастета облуги. На радіо бив, да об'яви шпурлялися, мабуть, у Смоленську ти сховалася. І застався тебе тільки Гузик. И застался только Гузик. Протягивайте Гузик. И застался только Гузик. Зустрелися ми, нібито на сайті, тільки за гроші рішонки пробачте. Де ж ти у раніці евро сховали? Пиво и маузер не зарегистрировали. Сейка позбегала крыку зязюли, штаны от Версачи и диск. Крамбамболи, крамбамболи. И застался только Гузик. И застался только Гузик. И застался только Гузик. І не забывайтеся на нашу родную мову, слухайте яе, бо гэта наша спадчына. І праз музыку, і праз фільмы, і праз вершы, і праз літаратуру. І напрыканцы я хочу вам заиграть беларускую народную блатную хороводную. Я пойду я в новую конюшню, я пойду я в новую конюшню. Заседлаю коня вороного, заседлаю коня вороного. Эй, ва-па-па-ра-па-па-пау, ва-па-па-ра-па-пау, конь, ва-па-па-ра-па-па-пау, ва-па-па-ра-па-па, конь, ва-па-па-ра-па-па-пау, ва-па-па-ра-па-па, конь, ва-па-па-ра-па-па-пау, ва-па-па-ра-па-пау. Я прийшов я в нову конюшню, як прийшов я в нову конюшню, засядлав я коня вороного, засядлав я коня вороного. Ва-па-па-ра-па-па-пау, ва-па-па-ра-па-пау, конь, ва-па-па-ра-па-па-пау, ва-па-па-ра-па-пау, конь, ва-па-па-ра-па-па-пау, ва-па-па-ра-па-пау, конь, ва-па-па-ра-па-па-пау, ва-па-па-ра-па-пау. Я в чистополе, я поехал я в чистополе, отпустил на волю вороного, отпустил на волю вороного. Ва-па-па-ра-па-па-пау, ва-па-па-ра-па-пау, конь, ва-па-па-ра-па-па-пау, ва-па-па-ра-па-пау, конь, ва-па-па-ра-па-па-пау, ва-па-па-ра-па-пау, конь, ва-па-па-ра-па-па-пау, ва-па-па-ра-па-пау. А зараз я думаю, что мы вот так вот разделяемся трошечки, давайте влево-вправо. И зараз я проверю, як вы ведаете белорусскую народную блатную хороводную. Калі ласка, по левую руку от меня. Як войду я в новую конюшню, заседлаю коня вороного. 3-4. Заседлаю коня вороного, заседлаю коня вороного. А зараз я попрошу правую руку
підтримують мене? Ну-ка, давайте мы их переплюнем. 3, 4. Заседлаю коня Марадона, заседлаю коня Марадона. Я ведаю. Калі вы не ведаеце блатныя песні, тады мы зробім так, як ідзе нормальное белорусское войско. Глядите. Я ще раз. Дякую, сябри. Я думаю, хопить. А то тут уже бубнаш прийшов, зараз басист підключиться. Не, щиро дякую тобі. Сябри, щиро дякую вам за запрошення. Організаторам дякую. Живе Беларусь, з Днем родной мови вас. Не забывайтеся мови нашої родної. І до зустрічі на концертах. Особисто каждого запрошаю 12 красовика. Все, я закончил. Якщо там через Людиш! И по традиции, сегодня у нас музыки с пустыми руками не заходит докладно. Тому, Олесь, тримай дівчаточку. Дякую. Аплодисменты! И не только все плюшки сегодня доходят музыкам, тому что у меня зараз в руках есть пока что один презент. Глядите, это книжка, написанная Сашем Шарнухом. Ведаете такого, да? Есть у яго і інша книжка, яка має назву «Свиньи». Першапачаткова яна была написаная на русской, затым перакладзеная на беларускую. А вось хто пераклаў на беларускую мову? Хто ведае? Хаданович файная ідэя, але не ён. Окей, тады будзе вам іншае пытанне. Я ведаю, што сёння на нашай імпрэзе ёсць людзі з Беластоку. Спадарства тут. Скажыце, калі ласка, чый гурт сёння, якую ён назву мае, выступае ў Беластоку? Там сумесны канцэрт Атэста і СОЖ. Дакладна. Ведаеце, як завуць вакаліста гурта СОЖ? Плотка, нарэшце, вось менавіта Алесь Плотка і пераклаў гэту кніжку. Мы вас запрашаем сюды, калі ёсць магчымасць усё ж такі падысці да сцэны. Дзякуй вялікай Ірыне за падказку, гэта было моцна. А пераможца у нас падыходзіць? Ідзе. Ёсць. Дарэчы, Идем. Добре, я здымаць не буду, я не буду здымаць. Окей, покидаем за нашим переможцем право не з'являться у кадре, але книжку обов'язково. Конечно. Сборник повідання о Саші Шапухі «Гвалт», яку не так давно тут презентував у Варшаві у Філіпу. Зараз її їздить по штату, мені подається, недренно себе там відшугає, тому щиро віншуємо. Окей. Ваше любимое слово по-белорусски есть? Какое? Дармоед. Почему? Потому что я дармоед. Але ты не видишь, как ты... Это уже факт. И законодавчий, и так далее. Віншуємо вас і вітаємо у клубі, тому я думаю, що ви файний білорус. Але гэта означае, што у вас ёсць магчымасць пачытаць кніжку? Да. Дзякуй вам, дзякуй сёння разам з намі і віртуальнае прывітанне ў штаты накіроўваем Сашу Шарнуху, які напісаў менавіта гэты самы зборнік.
Олесю, конечно. Гурт СОЖ, гурт Атеста, які сьогодні ладять сумісний виступ у Білостоку. І яшчэ такі хотіли і до Варшави, тому господарство сачыце за анонсами. Там ще обов'язково буде написано. Дякую вялікі вам, файного адпачынку. Але гэта яшчэ не ўсе нашы пытанні. На сцэне паступова з'яўляецца Алесь Дзянісаў, вядомы как фігура як дзедзікі, як кальян, як людзі на балоце. І ад Алесі у нас таксама маецца пытанне. Алесь, Що? пытанне. А за якое там приз буде? Буде приз. Слухайте, мне попередили. Добрый вечер, по-перше, всем. Марине, привітання всім. Ну, добре, я потім ще буду казати. Карцей, я питання, ну, коли вы там загодя попросили, то я что-нибудь подумал больше разумное, чем зараз выдам. Я выдам просто, ну, треба сачить, хто, я так розумію, хто перший откаже, так? Хто перший і правильно каже. Ну добре. Капець. Питання так вельми просте. Пиши з літерою. Сержук, походу, был первый. Окей, давайте ее. Давай, Сержук, выходь. Произнесите любимое слово на белорусской. О, як мило, дякую велике. Господарство, ну что, покидаю первую сцену нашим шоу-хоудам, музыкам. Олесь Дзянісаў, Петров, Машенька. Дякую, что вы сегодня разом с нами. Аплодисменты! Я вещи еще не один, але мне хотелось бы, как вы повитали Петро Марченко. Гурт Литл Талер, ну и, конечно же, школа дударская в Варшаве, белорусская школа дударства. Это не назва радио. Не, ну он больше відомий як гітарист і як дудара, сьогодні присутніший у вигляді перкусіоніста. Сумно відомий. Добре. Я потом подумаю, что если сказать вам. Пока что заспеваем пару песен. Первая будет на верш Андрея Ходановича, она будет называться «Эмигрантская песня», а другая будет на мой текст. Ну, добре, як буде написано. Пора у нас в больнице. Те хотят сменить спокой. А мне одно знавальницы, как волю дать стать рукой. Трохи молочные реки и просто вырые мосты, яких спевают на бреги, я скоро як ти. Теперь пословицы бывай, иллюзии ты годин. Пошли повесься, выбирай, отропили у карантин. Не был забытой поэма, все слова не чутно. У черно-белой кино. Телеграм, сон. Ветер распевая сумок вино. Марши в свой край с волей и долей. Ветер
любовь. Ведь слово слов становится болью. Новый цудовый свет, слепенка с великой слепней, смотри, глядит вслед. А свет гуляя с душою, по кундам этой бежим, и роби свое чужое, як дома свое чужим. Новым сыном мы дыхаем про запас. Годинник под иншим шпилем, пока свой инший час. В калинке чужой просторы собираем с гнезды свои. Жабрак с веселкиной торбы, надею, нам поем. Сон, ветер сбивает стума кино, вашим свой краю снов звони гулей. Эмигрант, выбор слез, катится по небу с контрабандой воз. Взор в очах от слез становится болей. Мы так долго не глядели на степи, что забылись, як выглядывать наши твари. Так долго скалотали под горелку, что не зауважили, як згубили усе свои мари. Как не зауважать властных врагов, можно долго шукать чертей ворогов, и можно долго разважать про любовь, коли гэты час здесь льется кровь. И коли хотели у дом новых кіраўнікоў, могли бы выбрать лепших господаров, чем неандертальцев с ядерной дубиной, обрезанной имперской пуповиной. Гуляем, танцем, спеваем по ветрам, ногами штуркаем колеса тира. Пригожая картина с життем малина, с нафталином краина. Под оккупацией,
под оккупацией, Украина под оккупацией, под оккупацией, под оккупацией. И что теперь, небо уразин, как танцы с бубнами, уйди к родине, к обнимке, а колени возись, веселый коридор, с вами поговоры, с диджей кулемет, и калина вокал, суцельная срака, моя життя, карта поляка, разум квиток, на далекий Марс, марсиане давно чекают нас, Украина под оккупацией, под оккупацией, под оккупацией, Украина под оккупацией, под оккупацией, под оккупацией. И во все эпидемии выходит на плато. Мы все удельники веселого ширка Сабино. Скачет парень, клоуны с вусами, квитки у портера сдается. Мы купляли сами, але не все вернутся. Не все вернутся до дому, кто с тем пынется. За кордоном, хтось за краном, хтось за іншій планеті. Ми всі мураші втратила в еквіваленті. Країна под оккупацией, под оккупацией, под оккупацией. Країна под оккупацией, под оккупацией, под оккупацией. Струна порвалась. Могу? Пробачте, тут струна порвалась. Треба как это вращать питание, потому что покуль я натягну, это будет долго, Леша. Леша дає свою гітару? Леша дає свою гітару. Ого! Оу! Слухайте, коли у нас уже такая отрывалась пауза, я хотел бы сказать, что для меня в неким свете сегодня Городенский, пробачьте все остальные города Беларуси, Городенский вечер, потому что первый гурт Хачумровый, да, пробачьте, ну, я замучу эту назву, потому что хлопцы играют классный джаз, с убийством, с некими гранжами, там, и всякими штуками классными. И, видите, сегодня я выключу. Ну, и это, вот сегодняшний концерт, фактично, видите, я как этот весельный свадебный генерал, да. Треба обов'язково запросить какого-то старого пердала, который бы там типа придал этому концерту некую статусность, да? Не, ну, що правда, мне вельми приємно, що з'являються нові гурти, это круто, не все мне подобається, але от хлопці не сподобалися. Я, ну, а коли протягують вот эту вот городенскую тематику, то, конечно, Андрюша Манкевич, полторы человеки разом с Лешей Ожогиным, ну, Андрюша с Городней, вот хлопцы, которые были первыми, как вы разумели, это гитарист, это племенник
нашего гитариста. Наш гитарист Дудьковский, так как бы дядька их. Потім, глядите, потім був Маліванич, але Маліванич это, як би сказати, ну Маліванич это, ну это наше все. Огульная Беларусь. Так. Тут... Жонки, чекай, ти будеш командувати у хаті. Ну, і нарешті Олесь Лютич, ну окей, я думав, як його причепити до городинської тематики, ну, потім... Народ не рулить! Живе рок-н-ролл, это просто Луганская. наш минулый аккордеонист, сегодня Володя Пынченко, не ведаете, он зараз тут присутнейший, это наш сегодняшний аккордеонист, Микола Поляков долгий час грал у нашем гурте на аккордеоне, а потом вирішив, что ему лепее будет играть на басу у гурте БН. Притягнул! Не, ну спокойно, мы тут не делим женок, тут все нормально. Это все, как бы, ну, такое справдное классное життя, коли протягивается головне, протягивается музыка, и вот зараз я тут спробую знайти, ну, потрібний мені текст, і я його амаль що знайшов. Ну да, знайшов. Сегодня тут присутствующие несколько человек, но принамсі один-то это докладно Бартик, ой, господи, Бартик. Радик, и он белорус, как вы разумели, ну, говорится, не так давно я с этим... с кем я езжу? Господи, ну... Цюрих. Пашуком. Господи. Его нема, там я не памятаю. Я там висвітлив, що там так само є з Білорусі. Ось, вони повсюди є, ну що зробиш з ним. Добре, поїхали. Чего я хотел сказать про Радика. Радик это наш белорус, який, якби белорус, який жив на Подляшші вже давно. Ось, і народився, ну так. И тут до холера было еще до нашего пришествия. Вот. Потом же эти все поприехали. Вот. И это верш на... песня на верш Марильки. Это Мария Базилюк-Соснюга, это подляшская поэтка с... Какие вот ребята, которые на походе с Бельска, там, с Бельска. Разлетается
зимой руки лезут век соленые сани, век соленые сани. Зима тяжко тяжко лететь, тяжко лететь. Хлеба, Саня! Нет, так я ведаю, что вы хотите всех этих науковых популярных песен. А я сегодня, мне просто трошечки завсёды было неприємно, що мене восприймають тільки звуком пісюки. Не так. А ты, блядь, загугли, Ёфома. Гэта песня на верш Дануты Яновны Бичель. Гэта апошні наш класік, які застаўся, калі мы ўжо сёння размаўляем пра беларускую мову і калі мы не размаўляем пра панк-рок, а менавіта пра больш узвышаныя рэчы. Гэта апошні класік, які застаўся. Нема Караткевіча, няма Быкова, няма Броўкі, нікога няма. А вось яна яшчэ ёсць, яна ёсць у гародні. Калі я ей показал только эту песню, она сказала, тебе там зручно спевать «Одна при всім небокраї». Я кажу, Данута Яновна, я вот аккурат хотел запытаться у вас, а ці могу я спевать один при всім небокраї? Ну, потому что я все-таки мужик, а вы женщина, и верш написаны женщиной, а жаночие верши, это я не то, что подлизываюсь до женщины, але сапраўды жаночие верши, это інший космос. Вот. Она сказала, да, конечно, ну, чувак. У двора дорога, знак крыши сторона, и прочь меня, а никого. Край земли свободный от зорок, небо там прокатился поморок, молодик, як ножик. Один плюс им небо крае, камень у жменю збираю, а прочь неба нічого не маю. Один плюс им небо крае, камень у жменю збираю, а прочь неба нічого не маю.
А мне щось треба далі казати? Это, видите, показчик того, что этот лох не может подстроить свою гитару. Нет. Но я не веду, как выйти из этой ситуации, потому что Петя сказал, давай я подстрою. Вот, ну вот он теперь под... Добре, ну. Петя у нас универсал. Добре, давайте тогда... Тудар, гитарист, еще и бубнач. Это все Петя. Человек универсал. Вот так. Ее недокладно подстраивает. На вока. Дякую. Рецепты проверить. Коли вже прогородня тут уже починалося, знову вже трошки бардовських пісень. Летит, налетела на крупная зима, ходник слизкий, узкий, мур высокий дурман. Сьогодні східних боку гуляю мимо я. А что отбудется завтра, молчать, анёлы мои, молчать, анёлы мои, молчать, анёлы мои, молчать, анёлы мои, молчать, анёлы мои. Наша турма со славой польской царской поры. Тут сидели великие люди с подручников с Макары. Сегодня с гетых боку гуляю мимо я. А что отбудется завтра? Молчать, анёлы мои, молчать, анёлы мои, молчать, анёлы мои, молчать, анёлы мои. Молчать, анёлы мои. А народ, вяжите штукаться, не мовчаться, яму гулять. Демократи нехай вибороняються, треба красть і зароблять. Українці короля сола, мені вязки голови тут. Косу. Слизкий ход, я трубу. 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 Зимой там все, там машины Ну добре, прийшов час науково-популярних пісень. Оле, 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 оле. Мой Косю, Косю, Косю ворони, де заносить спокой для моєї душі. Ой, ой, Косю, Косю, ворони, подскажи, мой коні, будь ласка, подскажи. Але тут моя сім'я, я шукаю колеса, але там банда моя, я шукаю колеса.
Для моей души, мой, поцелуй, поцелуй. Подскажи, мой горе, вот ласка, подскажи. Подскажи, мой горе, вот ласка, подскажи. Твой повесься брод, мягким потребна вольность. Твой спокой снова свято, твой спокой уверенный край, ой, косу, косу, рады, засносить спокой. Вот ласка, подскажи, подскажи, мой горе. Вот ласка, подскажи, мой коник, мой коник. Ну і ще один, як кажуть, бойовик. Подняться захотел, поле счастья, ветром гоня дома. Всему закрой, теперь снова война. Все просто на вязкого окна. Света земля, и положись на дома. Той час пропал, той лад. Вернется и шагом небо назад. Война и смерть на полночи припомни. Рассыпется бусом над тревогой.
тревожится, что с моноблоком белый плачет цвет. Что Владимир Короткевич. Вот с дороги свечи зашли, и тады наша земля поранила с днем сыном и знов внутри отходили храмы и города. Били крыльницы, а то ли доносила Богу звонок. Внутри отходили храмы и города. Били крыльницы, а то ли доносила Богу звонок. Дождь крапления житье несказально звенит, звенит. Души забитых оболоки летают за рук, за рук. Все мириады чужинцев спытают соловейки крылись. И океаны, якому имя Беларусь. Все мириады чужинцев сплетают соловейки крылись. И океана, якому имя Беларусь. Севры со сталью с хрусткой криводушные шли, шли. А земля и вода и добро скороняли, то есть спрос. Будут навек укрепиться на этой земли, земли. Будет до веку наш мужный, мудрый, великий народ. Будет до веку крепиться на этой земли. Будет до веку наш мужный, мудрый, великий народ. Наступным разом будете думать, как запрошать и не запрошать, потому что все чекают науково-популярных песен, а он тут валит какие-то свою лирику. Ну я так якби не под концерт программу рихтовал, а под дату и под подею, скажем так.
С этой фишкой я могу не только петь. Новое. Я так хотел размовлять с тобой, но в ночной тишине ты могла напоминать, что мы с нами писали правильно геты. Я ты повинен чуть меня, а ты чуешь загадковый губ, беспечный свет. Я все потонуло на лунном огню и падает на нас радиоактивный снег. Радиоактивный снег. Радиоактивный снег. Радиоактивный снег. Пора помирать, конечно, заветно жить. И некоторые хотел нацелить, сейчас побожать. А мы так хотели любить. И каждый из нас, прошедший свой шлях, поспел покинуть свой след. И коли мы зразумели, что нечто не так, пошел радиоактивный снег. Радиоактивный снег. Радиоактивный снег. Радиоактивный снег.
здається, що Петро без дуди цілком нормально виглядає, ні? Ну так. Хоча ми всі призвичайлися його бачити з дудою. Коли йому ще й дуду зараз. Дуду, гітару. Слухайте, давайте закругляться, усім до хати, усім на працю і все таке. Хардкор починається. Ти що? Хардкор починається завтра. Завтра субота, ти що, габреї не працюють? Городенські габреї не працюють за суботу, ти що? Это не Доминир. Это Доминирский. Я шукав, не знайшов. Ні, ну ми ведаємо, що ти на телебаченні Кепська шукав. Слухайте, ми все ж таки, пробачте, сьогодні не наш концерт, і тому 2-3 песни не хватит. До війни Коли ведуть старость, и помнить стволы не простят. Так вверху мачты экипаж с веками прибиваяся. Давно сдалась на отсталь, и только зараз мы помрем. По всяком шоу про то не хваль, сбегая разом с кораблем. Ревей крови наш равель. Приходит час смертных снов, и нашей воли корабель не стороны на фронт. И сегодня вечный наш бродяг. От неба на свидание пустимуть нас, як волі стяг, як Бога і Богу, тільки здесь. Пустимуть нас, як волі стяг, як Бога і Богу, тільки здесь. Это мы с Петром не репетовали, они научим мне. Это Боб Дилан. Колки дорог треба людям пройти, когда людей дорасти. У перекладе Андрей Хананович. Такое просто разумение. Кольки ночей на потопом носить, голубь дорог земли. Кольки гармата устроят себе показ, покуль не пройдем отказ. Снова был отказ, только ветер несет, только без
сердце. Слово отказ, только ветер несет, только ветер несет. Сколько годов может носить скобу, покуль не рухнет сама. Сколько годов на пустыне пытать, покуль душа туман. Сколько будешь его сказать, быть сам проблемы нема. Слово отказ, только ветер несет, только ветер несет. Только ветер несет. Армянский забылся. Только напряжно лететь не позволь. Вось твое небо побачь. Только глухому потребно в ушей, как не отгукнуться плач. Только соброс косясь кули покой, стянем, что реки без куль. Слово отказ, только ветер несет, только ветер несет. Слово отказ, только ветер несет, только ветер несет. И тут могла быть губная гармошка, проигрышная губная гармошка, но я не поменял, и тут должна быть соль, а у меня С. Все, у нас, в принципе, все. Появилось некие, как это... Нет, я не выдал аккорду. Я могу только акапельно. Давай! Народню не памятаю аккорду, хотя это мои аккорды. Олесь, давай Я ничего не веду. Олесь, давай Я веду, що я нічого не веду. Давай капельно. Акапельно? Давай. Тримайся, братья, не плачь, кохана, спокойной думки сына, спокойный сон завтра рано. У связи гробом идем за родный краином. Мы завтра рано у связи гробом идем за родный краином. Тримайся, мать, дому, я став за копу, дякую, под оккупантом Городня и Могилев от Белостоку и до Смоленску. Дракол посадим Калую от Белостоку и до Смоленску. Дракол посадим Калую. Тримайся, мати, тримайся, братья, подмога свет. Мы будем рей, будем рей, будем рей, рей, рей от нашей эмоций. У шорох млеє, штандар тримай в руках вишей. От нашей эмоций у шорох млеє, штандар тримай в руках вишей. Коли загинув, то за родину
Сьогодні, завтра ён, післязавтра ти автомат мой. Отдайте сину, повстануть нові всіх автомат мой. Отдайте сину, повстануть нові всіх. Хлопець. Велизарно дякую усім, з ким ми сьогодні грали на одній сцені. Это, конечно, Петро Марченко, Олег Денисов. Великий дякую всім, хто мав дочинення до організації, этому папу не пам'ятаю назву, Марині Савицькій, Андрюше Манкевичу, Леша Ожогін не тільки грав, а ще і був на гукі. Дякую вам, великий, всім, хто прийшов, хто підтримав, тому що ми б тут самі собі і співали б недренно, в принципі, але коли ви прийшли, це значно лепей, значно приємней. Подтримайте наших всех этих вот чуваков, которые там занимаются всем этим мерчем. Я не маю процентов, хотя Мелешка мой кум, але я ніколи не подавав это питання. Але подтримайте. Ось вони там что-то привезли, некие тишотки, значки. Просто на память. Велизарно дякую всіх со святом. Живе Беларусь! Слава тебе, Господи, я не научилися казати «Живи вічно». Усіх за святом, дякую велике. Организм господарства. А давайте еще громче аплодисменты. Финальная на сегодня выступалка. І безумовно з президентом Петроні Сухойської ласочка верніся на родиму, на эту сцену, без добарышек, хто питається, і так само для Олеся. Такое у тебя еще не было. Не, не могу. І гэта яшчэ не ўсё, таму што ёсць што сказаць сённяшняму суарганізатару Андрею Манкевичу пра гэтую падзею. Калі ласка. По-перше, хотілося б подякувати усім добрим людям, які дали ради дійти сюди. Велике вам щиро дякую. А по-друге, подякувати этому утульному і вельми доброму місцу Backdoor Bar. Ну и, конечно, у меня еще засталіся ці шуточки для тих людей, які сьогодні так само вельми моцно і вельми шмат чого зробили, не тільки сьогодні. Гэта так само організатори гэтага мерапрыемства. Гэта наша шановная ведучая Марина Савицкая. Гэта Алексей Ожогин. Ну и ваш покорный слуга Андрей Манкевич. Господарство, живе Беларусь! Живе вечно! Живе Беларусь! Живе вечно! Живе Беларусь! Живе вечно! А зараз усі на бар піць. Шановне господарство, на сьогоднішній... Андрюха, йди сюди. Дозволь. Ми зараз уже скінчаємо наш прямий ефір, але ж ми хочемо всім пожадати, щоб усі ведали і користалися нашою справжньою мовою. Живе Білорусь! Живе вечно! Розмовляйте своєю мовою, робіть її модною. Нехай білоруська мова буде в кожному домі, в кожному серці. А яшчэ абавязкова сачыце за стрымамі, якія менавіта для вас ладзіць радыё «Разлукі» і «Лазерки» пасрэдна. Таму на сустрэчы наступнай, я ўпэўненая, што не за гарамі, таму што мы таксама падзеі культурніцкіх у Варшаве і не толькі адбываецца вельмі шмат. Дзякую усім, хто сёння разам з намі. Жыве Беларусь! Живе вечно! Со святом, господарство! Живе! Живе!